Николь – девочка с большими выразительными глазами. Учится она в 5 классе, любит петь и рисовать. Сразу и не скажешь, что она больна. Стеснительная Николь долго прижималась к своей маме, а чуть позже пообщалась с нами на камеру. Какие предметы тебе нравятся? Физкультура и математика. Физкультуру. А что на физкультуре любишь делать больше всего? Бегать. Бегать любишь? А кем будешь, когда чуть подрастешь? Куда хочешь пойти? Певица. Мама Николь Эдита с сожалением отметила, что ее дочери сложно бегать и веселиться, как ее сверстникам. Она хочет научиться ездить на велосипеде, самокате, но состояние здоровья не позволяет ей это сделать. К сожалению, от многого приходится отказываться, потому что это категорически запрещено. Да, она и физически не сможет ни на самокате, ни на велосипеде, ни в высоту. Очень сложно, поэтому всегда рядом. Каждый день на протяжении всех 4 лет, что она ходит в школу, я каждый день в школе. Последний год устроилась техническим работником, чтобы быть еще ближе. Я каждый день у кабинета. Переживаю, боюсь опоздать, боюсь спать, боюсь упустить. Это очень сложно. С 5 лет у Николь участились эпилептические приступы. Родители девочки, уже самостоятельно не справляясь с недугами дочери, обратились в КБФ Ашана. В 2018 году в Москве девочка прошла обследование, ей подобрали противосудорожную терапию, наступила ремиссия. Сейчас, помимо эпилептических приступов, у девочки наблюдается нарушение походки и функции правой руки. Она нуждается в очередной госпитализации для обследования и проведения восстановительного лечения. Период ремиссии судорог с 2018 года. Ребенок получает противосудорожную терапию. В течение 3 лет ребенок нуждается в ближайшее время в сборе средств для того, чтобы провести ей обследование, чтобы решить вопрос, отменять противосудорожную терапию или же менять препарат. Нуждается в комплексной реабилитации и проведении ЭЭГ-мониторинга ночного. Также в неврологической клинике в специализированных условиях. Стоимость курса обследования и лечения – 345 тысяч рублей. Для семьи Эргун сумма госпитализации неподъемная. Сейчас каждый из нас может изменить судьбу Николь и сделать ее счастливой. Не позволим, чтобы она стояла в сторонке и с грустью в глазах наблюдала, как весело резвятся ее сверстники. Диагноз ДЦП – это не приговор, он поддается определенному лечению. И самое важное в этом процессе – это оказать своевременную помощь еще в детском возрасте. В этот период как раз и накапливается тот запас здоровья, который можно получить для того, чтобы ребенок вернулся к полноценной жизни. Вот такие дети, они с такими сложностями, у них еще больше силы воли и желания жить полноценной жизнью. И вот с помощью вот этого безграничного желания и поддержки со стороны близких и общества, я надеюсь, можно очень больших успехов в борьбе с этой болезнью добиться. Без взаимопомощи, без взаимоподдержки бороться с трудностями становится все сложнее и сложнее. Поэтому я призываю своих друзей, коллег, всех, кто меня знает и слышит, поучаствовать в этом сборе, чтобы помочь маленькой Николь обрести здоровье и жить полноценной жизнью. Помочь Николь можно, отправив СМС со словом «Добро» на короткий номер 5050. О других способах помощи можно узнать по телефону 773 50 50 или на официальном сайте КБФ Ашана. Сария Кварацхеля, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.